И я бы хотел все-таки продолжить вот этот вот дискурс про контроль. Для начала это коррелирует с тем, что я буду говорить. Я бы предложил подумать о замене понятия контроля на сочетание понятий этика и осознанность. Потому что контроль все-таки кому-то может показаться чем-то таким отдающим. Есть не солдафонством, то таким как бы военным менеджментом. Хотя весь современный менеджмент основан на технологиях военного менеджмента, это бесспорно. И с точки зрения осознанности, наверное, вот как вот первый этап, так сказать, пути к правильному контролю, есть понятие правильный и неправильный контроль, окей, это наш компромисс, да? Давайте мы начнем с осознанности. Я хочу привести цитату одну Акудовича, Валентина Акудовича, философа. Я еще считаю, что философ сейчас на нашем интереснейшем этапе общественного развития главный человек в обществе. И этим философом может оказаться любой человек, если он почувствует в себе соответствующую потенцию. Ну вот цитата 2009 года, правда, но она истинная. Это про англосаксонскую сущность белорусов. Белорусы раскиданы как одиночные субъекты, они не имеют в себе какого-то выразительного коллективистского начала. Из этого, между прочим, и большинство наших проблем, говорит Акудович. Можно продолжить его цитату, и большинство наших возможностей тоже из этого. Дальше. Иногда мне кажется, что у белорусов главная задача быть такими, какие они есть сейчас, и не искать вариантов, чтобы улучшить себе жизнь. Им существенно быть такими, какие они есть. И поэтому их особо не прельщает, что какие-то там соседи живут лучше, что так было бы лучше для их детей. Может, головой они это и понимают, но не хотят попрощаться со своей онтологической сущностью. Белорус рожден, чтобы продолжать бытие, а не чтобы экзистенциально реализовывать себя как отдельные единицы в каких-то делах. Очень интересный такой вот набор фиксации, оценок, который близок к моему нынешнему размышлению о дихотомии цели и процесса. Являются ли белорусы людьми цели? Или являются ли белорусы все-таки людьми процесса? Отвечая на этот вопрос, вполне себе философский, в то же время весьма практический, я и хочу попытаться вместе с вами поискать вот это вот гуманитарное влияние в бизнесе сегодня. Я начну с цитаты Дэвида Гилви. Она не самая гениальная в мире, но Дэвид, человек, который попробовал много профессий, соответственно, у него есть масса моделей встраивания в процессы, то, о чем мы немножко говорили сейчас, Татьяна, встраивание в процессы. И он говорил, что всякий бизнес существует только с позволения общественности, благодаря ее одобрению. Важная фраза, первейший постулат этики коммуникационной деятельности. Это первая фраза, с которой я начинаю учить студентов. А зачем бизнесу общественность? Вообще, почему она должна его волновать? И, собственно говоря, вот что делает белый рояль с логотипом одной компании на нашей прекрасной площади у ратуши? Это вопрос, который имеет сегодня ответ абсолютно новый для Беларуси. Это вопрос именно включенности в процесс. Потому что амбиции бизнеса на сегодняшний день в сочетании с его возможностью, которая не безгранична, но она присутствует, говорит о том, что ему мало просто зарабатывать деньги. Эта материя уже не интересна, потому что ключевые материи бизнеса — это не деньги как таковые, а это скорость и устойчивость. Это вот две основные материи. И когда мы говорим, по крайней мере, о второй из них, а если подумать, то и о первой тоже, то мы прекрасно видим, что устойчивость бизнеса обеспечивается вот именно общественностью, ее оценкой, соотнесенностью бизнеса с ее ценностями, с ее этикой и моралью и всем остальными составляющими того процесса, в который бизнес стремится встраиваться, неся гуманитарные технологии. Когда мы присутствуем на этой площади, и там идут джазовые концерты, инициированные, совместно, кстати говоря, гражданским обществом, бизнесом и государством, да, вот такая идеальная тройка, то мы видим другие немножко лица с вами людей, чем, например, мы иногда видели раньше на 3 июля в городе, да, когда мы город покидали, зная, что эти лица приедут на 3 июля. Да, а мы сейчас не покидаем его, потому что у нас есть джазовые вечера, и там другие лица. И вот как оценить вот эту вот ситуацию, эту трансформацию, хорошее слово процессное, да, в отличие от слова революция для Беларуси. Надо как-то оценить. Пойдем дальше. Концепция этицизма. Бизнес в нашей стране,
в каком-то смысле устоялся, но только в каком-то смысле. Главное, в чем он не устоялся, это он не устоялся как институция добра. Претензия бизнеса на трансфер неких гуманитарных технологий, на добавление гуманитарных технологий в наше общество очень низко оценивается двумя остальными секторами. Да, третьим сектором и государством традиционно низко оценивается. И я, находясь в бизнесе, так сказать, на грани вот, его взаимодействия с общественностью, потому что коммуникативные технологии, которыми я занимаюсь уже 20 лет, это как раз вот это вот оно и есть встраивание, я вижу, как это меняется. И вот этот вот кейс с этим парнем, это Магер Минасян, который страдает синдромом Дауна и является работником одного из минских отелей, сейчас первым в Беларуси трудоустроенным человеком с синдромом Дауна, который прекрасно играет на фортепиано, который вот символизирует ту ситуацию, которая сейчас есть в бизнесе на самом деле, не фантастическую, а на самом деле. Вот этот вот кейс, это наиболее, наверное, поразивший меня из тех кейсов, которые в многочисленном, так сказать, количестве были представлены в прошлом году на премии по корпоративной социальной ответственности. Я там жюри возглавлял и посматривал, так сказать, со всеми ознакомился. Но он не победил. Не победил в этом конкурсе, там какие-то другие победили, хотя я был председателем жюри, тем не менее, моего влияния не хватило на это. О чем это говорит? Что-что? Ну, отлично. Это, как бы, тоже определенный тренд, да, демонстрации. Бизнес не может быть, такой этицизм, да, действовать, губительность неэтичных действий. Или даже невозможность действовать каким-либо иным путем, кроме как этическим, так сказать, осознанным и принятым обществом. Да, и вот концепция этицизма дает свои плоды, потому что бизнес сейчас и в мире, и в Беларуси, в этом смысле нет отклонения от мирового тренда, идет по этому пути. Вот одной из проблем нашей страны сейчас, современной Беларуси, как раз является низкий уровень трансляции мирового гуманитарного тренда населению, вот этим вот всем людям. По Октябрьской такие люди не ходят, вот им. Кто-то должен этим заниматься, кто-то должен транслировать мировые гуманитарные технологии, кто-то должен объяснить, что такое феминизм, наконец, и гендерная проблематика, чтобы люди поняли, а не сразу начинали орать там, и закрывать глаза и бежать прочь. Кто-то должен объяснить, что такое инклюзия, почему не только один гер должен работать, потому что он может работать, и не только работать и так далее. Кто это делает? Получается так, что это делает бизнес и гражданское общество. Особенно эффективно они это делают, когда действуют совместно, и особенно эффективно, когда у этого бизнеса есть интернациональные корни, потому что международная бизнес-этика диктует сегодня тренд этицизма, который, кстати говоря, в чем особенность Беларуси, прекрасно встраивается в наш белорусский процесс, в нашу ментальность. Я хочу коснуться кейса, о котором здесь было упоминание. Это кейс по Куропатам, и показать вам маленькую сенсацию, потому что по привычке активисты, которые ходили на переговоры к застройщику, давеча, значит, они говорили, там вот как-то очень спокойно оценивали. Это сенсационный кейс, который показывает вам абсолютно четко и явно коммуникативную, по крайней мере, победу бизнеса в этом споре. И одновременно ту модель, которую бизнес сейчас готов предлагать обществу в гуманитарном смысле. Если вы помните цитату застройщика Онищенко, о котором уже успела появиться куча публикаций, там всяких компрометирующих и так далее, какой он жесткий, плохой, ужасный, странный фотографии. А я знаю, о чем говорю, это мой арендодатель, да, я знаком с ним лично. И вот он говорит, что строить на том месте, где люди приковывают себя там куда-то к трактору, да, как он сказал, цепями категорически нельзя. И он там не строит. Он говорит, мы не просто приостановили стройку Куропатов, а мы вывели, остановили ее вообще. Все, это сенсация, такого нет. Потому что сенсация для общественного восприятия бизнеса. Бизнес воспринимается как нечто, что бескомпромиссно идет к 83-й год, слова иностранных слов, жажда чистоганой наживы. А нет. И вот возникает вопрос, а что им движет этим человеком? Ведь все-таки он бизнесмен, он должен же каким-то образом, контролировать, контроль над своим процессом. Если он так будет действовать с каждым объектом, идти на такие компромиссы, к чему же это приведет его и его бизнес?
И вот здесь мы опять возвращаемся к позиции главных материй бизнеса – скорости и устойчивости. С точки зрения устойчивости абсолютно понятно, к чему привело бы строительство этого комплекса. Прав он или не прав, никто бы никогда не вспомнил, все бы помнили только Белреконструкцию как компанию, которая на нашей святыне национальной, значит, наживается и так далее. Что, в принципе, ставит крест на бизнесе. Если мы говорим о концепции этицизма, ставит крест на бизнесе, на любом, в том числе и в нашей стране, надо понимать. То есть в данном случае общественность сильнее государства, потому что Онищенко идет на конфликт с государством. Весь город говорит, он это строит, что ты на них обращаешь внимание? И он идет на конфликт, он говорит, нет, я хочу, чтобы город мне объяснил, почему он мне продал эту площадку. Он говорит, я хочу, чтобы городские власти разобрались. Я строить тут точно ничего не буду. То есть он таким образом говорит, что я могу потерять деньги, неважно. Я строить здесь ничего не буду, я хочу объяснений. Он идет на конфликт с государством. Уникальный совершенно случай. И у нас сейчас нет времени, я просто показываю картинки и заголовки. Да? Вот представьте себе, что Куку, это хипстерский такой, значит, наш интернет-журнальчик, пишет, что Онищенко оказался хорошим парнем. Да? Такие заголовки. Это и есть гуманитарное влияние. Вот сейчас Онищенко оказал огромное гуманитарное влияние на всех нас. Он показал нам, что он ведь не просто бизнесмен, это некий инопланетянин с канала СТВ, видимо, для большинства общества, которые не в бизнесе, да? А он часть этого общества, и он не меньше, чем все остальные люди, в общем, возмущен ситуацией, ну и, собственно, при этом, в отличие от остальных людей, туда мало людей пришло, туда пришли только активисты. Там даже жильцы соседних домов, в общем, не особо выходили. Да? Вот он туда пришел и пожертвовал какими-то вещами. И это наш белорусский бизнес, кстати. И эксклюзивный случай в том, что это доморощенный, не интернациональная корпорация, но в нем есть эта концепция этицизма. И теперь, снижая пафос, так сказать, обратимся к рациональным вещам. Вот к чему мы сейчас учим? Да? Есть как бы концепция корпоративной социальной ответственности. Беларусь достигла невероятных успехов на этом поприще, потому что корпоративная социальная ответственность – это такая штука, когда мы просто даем деньги на что-то. И желательно, чтобы мы не просто давали деньги на 583-й конкурс детского рисунка куда-нибудь, а на что-нибудь нужное. И это происходит, культура растет в этой сфере. Но в отличие от концепции общих ценностей, КСО не предполагает для бизнеса корреляции между прибыльностью его и его социальной активностью. Тогда как концепция общих ценностей, порожденная этими симпатичными ребятами из Портером и Крамером из Гарварда, она дает такую возможность. То есть бизнес может не просто участвовать и встраиваться в процесс, но и встраиваться в процесс общественной в своей манере, каким-то образом задавая новые ценности и предлагая их обществу для решения этого самого общества проблем. И вот ценность определяется именно как соотношение полученной выгоды и соответствующих затрат. То есть, что мы сделали вместе хорошего, когда там дали денег на детский хоспис. Просто вот мы дали бесплатно, или мы там выполнили какие-то строительные работы со скидкой, да? Дали бесплатно хорошо, выполнили со скидкой, ну, условно говоря, утрируя, да? Это значит вот концепция общих ценностей. У нас есть некая общая ценность, и бизнес точно так же, как может потребовать от общественности соучастия, как общественность требует от бизнеса соучастия и ожидает. Это двусторонняя коммуникация, это коммуникация, прежде всего, а не чья-то обязанность перед кем-то. В этом смысле, конечно, концепция общих ценностей – это нарастающий тренд в Беларуси, и это тема ближайших лет. Когда мы вместе с обществом думаем о том, какие сегодня ценности, и у нас появляется проект Movobox у Волкома, который приковывает внимание молодого поколения, очень сложно захватить его, поймать внимание, да, к вопросу мовы, и делает этот процесс крайне аттрактивным, убирая из него весь вот этот вот мусор шумовой коммуникации, всю политизированность и так далее. И дети с упоением, молодежь участвуют в этом проекте. Также точно как и другие проекты, инициированные разными компаниями, ну, например, там, университет третьего возраста МТС поддерживал. А что такое университет третьего возраста? Это вот самая поколенческая разница, которую мы утрачиваем. И утрачиваем гуманитарный потенциал. Когда мы выключаем из процесса людей старшего возраста, мы движемся в направлении к животному миру, а не в обратном направлении, как должны двигаться. Потому что социальный капитал и опыт нам не передается. Потому что у нас мужчина в 60 лет умирает обычно, или раньше. У нас возмутительная разница в 15 или 13 лет между продолжительностью жизни мужчин и женщин, потому что он выходит из процесса и не находит нового процесса.
Потому что он всю жизнь думал, что он человек цели. Вот твоя пенсия, где твоя цель. У тебя кончился процесс, ты умер. Не потому, что ты заболел, а ты заболел, потому что у тебя кончился процесс. Это огромная проблема, и вот гуманитарное влияние бизнеса. Посмотрите, я был в этих аудиториях, где сидят эти пожилые люди, мужчины 70 лет. Нигде в мире не считается пожилым, у нас уже совсем дряхлый человек. Они сидят там, и у них совершенно другие выражения лица, чем вот обычно мы привыкли это представлять. А вот что они там говорят и как друг с другом общаются, это отдельная тема. Бизнес может иметь к этому причастность. Мы сейчас с вами находимся вместе, наверное, не мне одному оно нравится, который символизирует некую уже, так сказать, некий пройденный успешный этап, когда бизнес и государство все-таки решили что-то совместно, и вот у них получилась улица Октябрьская, такая, какая она есть сейчас. Ее как только не называют, там, кластер и еще что-то. Но это та среда, которой раньше не было, и что самое важное, которую мы не могли помыслить раньше здесь, да, потому что я выпускник ПГУ, и я знаю хорошо эти общаги, которые попереду, что здесь было. Сейчас это есть, и мы говорим, что именно вот коммуникация, внятная, четкая коммуникация бизнеса в лице инициатора вот этой вот всей Середино-Октябрьской государства, в лице, кстати говоря, сильно критикуемого бывшего зампреда Мингосполкома, которого там для всех нас на лбу написано, что он коммунист и так далее, да? Вот это вот именно человек и бизнес стояли у истоков этой коммуникации. И вот у нас улица Октябрьская. И это не единственный пример, но он весьма убедительный, красивый, красочный. Я занимаюсь именно поиском вот этих вот, больше вот сейчас новое направление, это третий сектор, гражданское общество, но много лет бизнес и государство. И я вижу, что основная проблема, нереализованный потенциал, колоссальный, огромный, для Беларуси, уникальный, потому что его нет у других стран, это потенциал коммуникации правильный. Здесь нужны технологии встраивания. Знаете, вот метаязык государственной коммуникации, например, понятие. Что это такое? Очень просто. Описание языка государственной коммуникации. Мы обращаемся к государству с некой инициативой на своем языке. Да, на языке гражданского общества или на языке бизнеса, соответственно, да. А государство разговаривает на другом языке. И вот мы получаем непереводимую игру слов и мискоммуникацию, которая приводит в лучшем случае к просто тихому расставанию сторон, а в обычном для Белоруссии массовом случае взаимному недовольству и неудовлетворенности, разочарованию. Ну и в любом случае гибели коммуникации, гибели проекта. Это и есть технологии встраивания в процесс. И когда мы говорим о бизнесе и гражданском обществе, здесь у меня пока стоит вопрос, потому что благодаря нашим проектам совместно с Евробеларусью, замечательным образовательным, я узнал, что гражданское общество в полной мере касается та коммуникативная неполноценность, которая в принципе свойственна нашему постсоветскому обществу. Это критическая вещь, это как сердечная недостаточность. Звучит мягко, недостаточность, да? На чем она заканчивается? А вот коммуникативная недостаточность, она еще более критична, если говорить об общественных процессах. И я вижу лакуны огромные, где нет гражданского общества, но где оно могло бы прекрасно быть и быть, причем первейшим актором процесса. Например, я привожу здесь пример недавно, я стараюсь быть актуальным, поэтому это позавчерашний или вчерашний пример, когда Данон, корпорация, выпустила проект 7 грантов на самореализацию. Вы, наверное, знаете кого-то из этих людей, это эксперты этого проекта, Чистосергова, галериста, галерею Таровского, Яна Кежа, фотограф и так далее. Это гранты женщинам на самореализацию, это чисто феминистская тема в правильном дискурсе. Где здесь гендерные наши организации, почему их здесь нет? Их место здесь. И тогда этот проект был бы гораздо сильнее, гораздо выше признан общественностью. И механизмом встраивания в этот процесс для гражданского общества это как раз и есть тема, которую мы совместно с коллегами из Евробеларуси пытались немножко хотя бы обрисовать тем организациям, которые там присутствовали. Это огромный ресурс, огромный. Сегодня гражданское общество вообще выходит здесь на первый план в этой трехсекторной коммуникации. Недавние кейсы с рекламой Марк Формель, например, да, вы видите, что там есть гражданское общество, там есть бизнес, но там есть некая конфликтность. Основная проблема, если вы помните кейс этого письма директорки, как надо теперь говорить, директорки, да, этого предприятия, была не в том, что она там поспорила с феминистками, а в том, что она неуважительно написала о них.
продемонстрировав вот этот вот массовый тренд непонимания феминизма, что это такое, что это за ценность, в чем она состоит, просто незнание. И не отреагировав никак на предложение, так сказать, чуть побольше узнать об этом. Выпустили новый, не менее сексистский ролик там про каких-то мужчин странных. Очень. И вот следующий слайд у меня, это как раз про нашу всю эту ситуацию. Вы понимаете, ну так сказать, изменения, они назрели, они происходят уже, как бы мы это ни отрицали. И вот вопрос, все-таки белорусская революция, или вот эти вот изменения, реформы, или что ли, трансформация, какое слово лучше подходит, да, это первое. Второе, это все-таки цель или это процесс некий, в котором мы уже участвуем, он происходит. А мы по отношению к нему, мы должны это признать вторично, как и наш президент. Потому что я встречаю людей из моей редакции БТГ, я с нее начинал свой трудовой путь, так сказать, был там замредактора, которые 20 лет ходят и говорят, как вот один человек, он все виноват. Но как же мы не понимаем простой вещи, что это все вторично по отношению к процессу? Как же мы этого не понимаем? Как же мы не понимаем, что именно процесс и есть суть белорусской трансформации, и правильная встроенность в этот процесс означает наше участие в нем. Тогда как некая цель, конкретный человек это или что-нибудь еще, или 19 февраля 2010 года, где вообще цели не было, но и процесса тоже. Да, вот это вот все ни к чему не приведет. Потом были процессы, еще какие. Посмотрим сюда теперь. Я все говорю о хорошем влиянии гуманитарного бизнеса, но когда мы имеем с вами мега-негативные кейсы с бизнесом, это что же гуманитарное влияние? Кто мог ожидать в наших силовых структурах, что какой-то там коммерсант Прокопень вызовет такое завихрение международного внимания к Беларуси? Кто мог ожидать в Следственном комитете, значит, что начнут звонить люди всякие из Гарварда, из Стэнфорда и разных мировых компаний, типа Microsoft, говорить, а что это вы там Прокопеню посадили? Кто мог это ожидать из них? И почему они этого не могли ожидать? Потому что не знают. Потому что у них нет никакой коммуникации, никакого интереса к этой сфере. Они не понимают, чем он занимается, Прокопень. Но и Прокопень в этом виноват. Пусть меня простит Виктор, я его чрезвычайно уважаю, но у него вообще полностью отсутствовала GR-линия в его бизнесе. То есть он делает бизнес, который нацелен на там, потребителей в Великобритании, делает его в Беларуси, прекрасно платит налоги, все супер успешно. Но при этом здесь в Беларуси как никто из властей не понимает вообще, чем он занимается. Ну и вот это вот непонимание, недопонимание, это уже первый шаг к мискоммуникации, а потом и к катастрофам экономики. Все три кейса, которые здесь приведены, к огромному сожалению, это не единственные далеко примеры. Это вот катастрофа экономики, это вот социальные катастрофы, которые начинались с катастроф коммуникации. Когда кто-то кого-то не понял, недопонял, не смог объяснить, почему у меня на велозаводе происходят такие процессы, да, и так далее, то тогда получается у нас катастрофа уже, в общем, экономическая, она же гуманитарная на самом деле, потому что в очередной раз белорусу говорят, что нет, ничего не получится, даже не старайся. Но позитивный тренд, что Прокопень, по крайней мере, на свободе, и все там происходит, и мы видим сейчас немножко другие новости повеселее. Ну вот, коммуникация как путь к инклюзии, это еще один, так сказать, вопрос, который я хочу коснуться. По моим наблюдениям многолетним, белорусы это те люди, которые чрезвычайно нуждаются в проговаривании своей жизни, своего процесса. Очень важно поговорить об этом для белоруса, и так же ужасно, как мы очень сильно, так же сильно, как мы хотим поговорить об этом, так же сильно мы не умеем этого делать. Но когда случаются вещи, затрагивающие не цели какие-то, не какие-то вот такие вот одиночные ценности, а процесс, например, как с тунеядцами, это жизненный процесс белорусов был затронут, а не какая-то там цель, понимаете? Тогда эти люди выходят на площадь. Причем без политиков, фактически сами в разных городах. Очень убедительно они говорят о том, что не надо, не вмешивайтесь в мой процесс таким образом, пожалуйста. Потому что я отвечаю, я готов отвечать за процесс. Белорус это человек с огромным потенциалом осознанности. И уже раз он осознал вот этот вот процесс, то вот эти вот вмешательства в виде декрета номер 3, это уникальный случай на самом деле. Что бы с ним ни делали, но они не выходят на улицу. А тут вдруг мы наблюдаем такую ситуацию. Но такой же процесс, только с позитивной точки зрения, обеспечивает людям бизнес иногда, когда делают какие-то мероприятия, которые люди считают достойными включения в свой процесс. Какие-нибудь ночи музеев, где толпы у нас стоят, непонятно откуда эти люди берут, кто все эти люди. Какие-то очереди на открытие выставок,
Эти самые джазовые вечера, которые всем запали так, что многие запомнили их огромным количеством ОМОНа. Ну, поймите, тоже ОМОН, тоже шокирован. Да, столько людей собирается. Сидеть без дела, что ли? Вот сейчас сделали себе корпоратив в центре города. Нормально сняли центр. А так вот они вот там присутствуют. Вместе с людьми они тоже слушали музыку. На них тоже можно оказывать гуманитарное влияние. Они театралы в душе. У них большой потенциал осознанности, да, как у всех белорусов. Мне Вова Шаблинский рассказывал о фестивале «Вольное поветра», что местные милиционеры, которые все время ходили, по поручению, видимо, властей там контролировать, не происходит ли что-нибудь оппозиционного, бело-червоно-белого там и так далее. В конечном итоге они вот выработали такую процедуру, они придут, так вот проконтролируют для вида на 5-й год где-то фестиваль уже, потом переодеваются, с семьями приходят просто и среди всех там сидят. Это инклюзия, когда мы говорим людям, что ты можешь включиться. Худший вариант слева, когда человек просто не может не включиться. Он не может не включиться, поэтому он туда пришел. А хороший вариант, правильный, справа, когда мы что-то предлагаем, некую ценность, и он включается, потому что, да, это классно. Я пришел туда, а там такие же, как я, есть, оказывается, ненормальные люди, которым просто нравится летом, вечером в городе музыку слушать. И их там тысячи. И вот этот вот переход от экстрактивного мышления, когда от нас ни черта не зависит вообще ни в чем, ни в быту, ни в жизни, ни тем более в политике, какой-то инклюзивности в мельчайших проявлениях, в более-менее крупных проявлениях, а желательно в процессных проявлениях. Это и есть тот путь, который, тот гуманитарный путь, то гуманитарное влияние, которое бизнес в состоянии сегодня предложить обществу. 20 лет я занимаюсь пиаром, пишу пресс-релизы, мне уже давно это не интересно. Но что мне интересно? Мне интересно, во-первых, рассказывать о том, как это делать по-новому, а во-вторых, решать нерешаемые кейсы. Вот перед вами один из нерешаемых кейсов на экране. Какая гамма ощущений возникает у нас, когда мы видим эти телевизионные кадры? Гамма ощущений. Я вам напишу типичные, для нашего постсоветского человека ощущения. Это касается любых коммуникаций, всех со всеми. Называю я это презумпцией неуважения. Да? Мы по умолчанию, если о человеке знаем много или что-то одно, то есть необъемно представляем его личность, деятельность или еще что-то, мы по умолчанию его не уважаем, как и сразу. И будем жестко критиковать. И только если он через некоторое время, когда-нибудь докажет нам, что он достоин безусловного уважения, то да, конечно. И вот к любому кейсу, который, в общем-то, просто кейс, и это вот тренд, да, то есть как бы мы говорим, вот был сегодня хороший заголовок для этого слайда, коучинг лидера. Вы спрашиваете, что это такое, я вам вот показываю. Значит, так вот, вот в любой ситуации мы проявляем эту презумпцию. И, конечно же, мы прочитали много интересного об Иосифе, его инициативах, его, так сказать, интерпретациях и так далее в прессе, все под этим трендом. Конечно же, когда мы заходим к чиновнику в кабинет, у нас на лбу крупным оранжевым неоном написано слово «чужой» для него, для этого чиновника. А у нас там на его лбу то же самое на самом деле написано. И когда мы успокаиваемся на этом, выходим из кабинета, никогда в жизни больше, как же я их ненавижу, как же я ненавижу этих людей, которые просиживают свои штаны непонятно зачем, то мы делаем что? Поощряем свое самолюбие, возвращаемся в зону комфорта и терпим полнейшие фиаско в коммуникации. В том проекте, с которым мы туда зашли. Раз уж зашли, то надо идти дальше. И, собственно говоря, гуманитарное влияние бизнеса, в чем хитрая лазейка? Бизнес, он как бы такой вот нейтральный. Он уже не всегда у нас виноватый в стране. Он еще не стал институцией добра. Ну ничего, он скромно все равно это добро как-то вот нам предлагает, так сказать, иметь. И я здесь хочу закончить цитатой Владимира Владимировича из его блога. Мне очень понравилось. Не думал, что кто-то сможет так сформулировать мою миссию жизненную, моего процесса. Только замените слово «дурак» на любое слово, на оппонент, чиновник или кто-нибудь еще чужой для вас, да? А можете не заменять. Целью вашего разговора с дураком, пишет Владимир Владимирович, может быть повышение собственной социальной и коммуникативной компетентности. Не прекращайте учиться сами, и если вам подвернулся дурак, учитесь у дурака. А кого вы имеете в виду на этой ради с дураком? Или оба? А я сказал, что давайте заменим слово «дурак» чем-нибудь. Никого не имею в виду.
Я же не про эту фотографию. Правильно? Это вообще про жизнь. Фотография просто, ну, чтобы вас немножко раздражать. Спасибо, Роман. Я думаю, что это гимн коммуникации. Если вы понимаете, тоже заслуживает аплодисментов. Но кроме аплодисментов, я жду ваших вопросов, реакций, реплик, отношений. Но только я надеюсь, что они будут по общему существу доклада, а не по конкретным слайдам для отдельных дуракам. Да, спасибо за выступление. Я бы хотел, пока, наверное, какой-то школа вопросов не возник, сформулировать пару принципиальных для меня вопросов. Вот в ваших тезисах, что были размещены перед конференцией, много чего хорошего написано про как раз взаимодействие трех сторон, бизнеса в том числе. Хотя, когда читаешь, закрадывается ощущение примерно такое же, как от прочтения рассказов Остапа Бендера о том, как мировая шахматная мысль может изменить жизнь в городе Васюки. Вот у меня такие вопросы возникают на фоне всего этого. То есть вы постоянно и сейчас, и в тезисах осуждаете про белорусский бизнес, который может активно встраиваться, активно влиять и так далее. Но вам, возможно, виднее, вы, может, видите этот бизнес как субъект, как целостный субъект. Для меня белорусский бизнес — это пока, скорее, горизонт будущего. Потому что я вижу массу каких-то частных компаний, которые у каждой свои частные интересы, стратегии выживания или же устойчивости и возможные там планы и так далее, но я не вижу бизнеса как субъекта, как целостную, скажем так, институциональную структуру. И тогда первый мой вопрос: видите ли вы, в чем эту субъектность бизнеса белорусского, чтобы вот так говорить о нем как о бизнесе с большой буквы? Это первый вопрос. И второй. Несколько лет назад уже в Летучем университете затрагивалась эта тема, чуть-чуть под другим соусом. И там шла речь о том, что бизнес очень классно вкладывает деньги во всякие разные grassroots. То есть ему вот поместить рояль в кустах с логотипом Велкома — это вообще дело очень милое. И на это всегда деньги найдутся. Но у белорусского бизнеса почему-то никогда не находятся деньги на то, чтобы, например, вкладывать его в такие проекты, как тот же Летучий университет. Да? То есть водолазкой приходится бегать, объяснять там, иностранным спонсорам, почему они должны развивать в Беларуси такого рода проекты, в чем их вообще тут может быть интерес. Это у нее такая стратегия неправильная, она на самом деле должна бегать в Белбанк, в Белсвизбанк, в Белком или еще куда-то и там денег просить, да? Или это у белорусского бизнеса должна выработаться такая стратегическая установка, что деньги надо вбрасывать не только в понятные и, такие житейские, понятные вещи, типа помочь там даунам или помочь там организовать благотворительный фестиваль, а что можно еще работать и на какую-то стратегию, на то, чтобы изменять в целом гуманитарными этими самыми технологиями общества. То есть где здесь тогда мискоммуникация? В чем я вижу субъектность бизнеса и вижу ли я ее как таковую, да? Попробую объяснить свой взгляд. Да, безусловно. Бизнесмены работают, в бизнесе работают те же самые люди белорусские, как и все остальные, да, и со своей вот этой вот ментальностью. Но это очень просто объясняется. Вы представьте себя бизнесменом, вы заработали там все деньги или много, у вас все есть и так далее. И вообще вот, и что дальше? Убиться об стену или что? Возникает амбиция, возникает поиск, возникает апдейт. Это тоже к вопросу коучинга лидера. Основные объекты коучинга лидера — это 40-45-летние бизнесмены, которые многого достигли и не знают, что делать дальше. И вот сейчас белорусский бизнес, именно как институция уже, весь белорусский бизнес, находится примерно на таком этапе поиска, что ему делать дальше. И обычно, у бизнесменов в такой ситуации как бы две основные амбиции. Первое — это пойти в политику, это гибель. Все сразу, да, там в любой стране, не только в нашей. Для личности, для бизнесмена. Кроме Трампа, для него это тоже. И вторая амбиция — это встроенность в общественный процесс, в эту вот гуманитарную составляющую. И тогда у нас есть Третьяковская галерея, музей Гугенхайма, и мы как бы знаем, что был такой человек Третьяков. Не знаем, чем занимался, да?
Это, кстати, к вопросу о контроле. А если он умер, автор концепции? Где контроль? Третьяков умер. Так вот, есть Третьяковская галерея. И вот человек думает об этом. И таких людей в бизнесе много. Таких вот людей, которые об этом думают. Но там много и людей, которые пока об этом не думают. Потому что их не научил летучий университет об этом думать. Потому что я их не научил, не встречался с ними. Таких людей очень много. Но я не считаю это обстоятельство ответственностью только этих людей. Я считаю это обстоятельство ответственностью всех трех секторов. И бизнеса, более грамотного за менее грамотный, и гражданского общества, которое может актуализировать проблемы, которые могут оказаться близки бизнесмену просто вот по его вот, ну, там, жизненному процессу. Да? И тогда мы получим какие-то краудфандинговые платформы и так далее. Например, с вами абсолютное чудо белорусское сейчас. Вот. И вот и государство, кстати говоря, которое для бизнеса может хотя бы убрать налогообложение, сделать помягче, когда он занимается благотворительностью. И вот это вот как коллективная ответственность за процесс. А бизнес как субъект, это когда мы все вместе с вами одинаково чувствуем что-либо по отношению к кейсу Прокопея. Вот я вас уверяю, что у бизнесменов по этому поводу полнейшее единство. Я очень не люблю некоторые высказывания Кныровича, но как у бизнесмена у меня абсолютно единство с другими бизнесменами по поводу его кейса. И вот когда у нас есть некая, так сказать, консолидация мнения, отношения к ситуации, вот тогда мы говорим о бизнесе как о субъекте. Это явление последних 2-3 лет. Раньше его не было. Владимир Ильич, я видела вашу руку, но придется подождать. У нас очередь из желающих что-то спросить и сказать. Момент в том, что Роман отвечает. Я боюсь, что если мы начнем акцентировать все моменты, мы до конца никогда не доберемся. Коротко очень. Хорошо? Нет? Тогда нет. По-моему, это важно. Дело в том, что мы очень часто рассматриваем диалогические коммуникативные ситуации, исходя из непосредственных участников коммуникации. Вот бизнес и гражданское общество. На самом деле, поскольку есть 3 компонента, то 3-й компонент влияет на отношения двух обязательно. И в этом смысле нельзя ничего сделать между 2 участниками коммуникации, например, там, Кныровичем или там, Космосом, или еще что-нибудь. Да? Всегда присутствует 3-й. И вот это вот упрощение отношений с редукцией до 2 участников диалогического процесса мешает потом развитию ситуации. Вы показали 2 на последней фотографии, 2 участников. Да, Середич и там Лукашенко. Понимаете, они 2 ничего не могут делать. Что бы они там ни говорили при отношении 3-й стороны, то есть нас, вот, наблюдающих за этим, да, их задумки будут абсолютно пустыми. Но это же надо созреть, чтобы обратиться к 3-му и понимать, что когда ты говоришь тет-на-тет кому-то, да, ты еще и говоришь и работаешь на публику. Разговариваешь с 3-м, с молчащим, и в этот момент... Это и было именно вот обращение к публике. Да? То есть... Было ли это провокативное обращение? Этот слайд я его специально, чтобы не провоцировать, выключил, но это было провокативное обращение. Вот представьте себе, да, вот долгое время мы не могли поговорить там вот и, так сказать, да и особо не хотели, не знаю, там, не представьте такой возможности, что тут вдруг нам передают через близкого, как-то вот к нам более близкого человека, что, ребята, вот пора там, значит, задуматься о том, что мы сейчас все поговорим, и что мы чувствуем в этой ситуации. Вот о чем этот слайд, а не о том, что их там 2. Их там, как бы, понятно, что это должно быть 3-секторная как минимум модель. Просветите, пожалуйста, как обычно происходит процесс принятия решений, к какой социальной активности присоединиться? Ну, то есть я могу себе представить несколько вариантов. Да, то есть есть какие-то стереотипные решения, вроде дать деньги наркотиков на приют. Есть какие-то тренды, например, как с мовой или с вышиванками, в которые можно встраиваться. Есть просто конкретные люди, у которых есть свои пристрастия, и они могут, например, по своим интересам идти, либо хочут лидеров, да, и просто говорят, куда они могут свои амбиции применить. Либо есть какие-то тайные клубы бизнесменов, где они собираются, думают, куда развивать страну, и нужен ли для этого университет 3-го возраста или джазовый фестиваль. Ну, просто как это бывает, я это не знаю. Это бывает как реакция на инициативу. Обычно, чаще всего первая модель – это реакция на инициативу. Инициатива, вот, допустим, такие крупные компании, как сотовые операторы, поступают ежедневно десятки и сотни писем от разных людей. От письма там, от какого-то конкретного инвалида «помогите купить слуховой аппарат» до письма с какой-нибудь концепцией. Конечно же, оператор
в этом случае производит селекцию предложений, потому что помочь всем нельзя. И из чего он исходит? Он как раз исходит из вот этой вот, так сказать, гражданской составляющей этого предложения. Например, если мы, грамотная компания обычно, но это уже такое, как бы, такое правило, да, она сопоставляет это с какими-то приоритетами общественного развития. Если мы почитаем с вами некоторые государственные бумаги, мы там увидим много интересного. Например, моя любимая цитата из концепции национальной безопасности, знаете какая? Оказывается, одну из угроз национальной безопасности Республики Беларусь, представляете, кто писал этот документ, да? Какие структуры? Значит, является низкий уровень развития гражданского общества. Это угроза национальной безопасности. Да? И вот когда мы внимательно читаем документы, которые характеризуют государственную политику, мы удаляемся от риторики, от оценочности, от эмоциональности и от телевизионных репортажей некоторых телеканалов, например, СТВ, то тогда мы начинаем видеть, где и как нам правильно встроиться в процесс. Что сейчас волнует? Действительно, на что может быть благодатная реакция? Бизнес хочет быть услышанным, и он хочет быть, раз уж он пришел в эти вот социальные как бы сферы, уместным. Вообще вот эти вот два слова, уместность и ненавязчивость, это основные слова вот в коммуникативном менеджменте. Во всем, в любом. Уместность и ненавязчивость. И бизнес выбирает для себя наиболее уместные из этих предложений. То место он себе находит, где будет наиболее комфортный процесс выстраивания происходить. Желательно, конечно же, с какими-то для себя тоже выгодами, имиджами в том числе. Вот как джазовые вечера там и так далее. Спасибо, Роман. Поскольку вы видите, как много желающих вступить с вами в коммуникацию, я вас тоже попрошу по возможности давать ответы не очень подробные, но более конкретные. Спасибо. Мне очень понравился доклад. Вот так и надо рассказывать бизнесу, государству, как у нас происходит. Но некоторая такая романтичность взгляда, объяснимая в целях там, развития коммуникации и размягчения затвердевшей ситуации, она, конечно, понятна. Но, конечно, аналитичность и категоричность в оценках ситуации страдает. Это тоже, в общем, объяснимо. И вот, например, некоторые вещи, связанные с куропатами и позицией по куропатам, это яркий пример того, что, конечно, для бизнеса так и надо рассказывать про то, что... Я привожу бизнес, я же тут заслужил. Я привожу бизнес-трактовку. Но вот именно, скорее, это позиция человека, который коммуницирует с бизнесом по поводу общества там, и так далее. Но в реальности происходящей ситуации все совсем иначе раскладывается. Если мы возьмем просто серию ситуаций, связанных с застройкой и другими делами, это куда более сложные штуки, которые немыслимы, подобные были бы разрешения в другом политико-идеологическом практическом контексте. И некоторые такие замечания по вопросам, которые ставились в докладе, так риторически, типа, кто научит белорусов современным гуманитарным трендам, мировым гуманитарным трендам, типа феминизм, гендер и так далее, чтобы не надо. Пожалуйста, не надо. Некоторые вещи, они реализуются как глобальные штуки, и они сами собой будут имплементироваться. То есть глобальная экономика придет в Беларусь, не надо ее сюда вводить. Глобальные тренды в мышлении, культуре, феминизм и прочее. А вот что надо делать, это рационализировать и понимать это в Беларуси. По поводу, что это такое здесь, сейчас, как это влияет на нас. Я никаких этих навязанных вещей не делаю. Тогда хорошо, слава Богу. У нас же не западники славяне, комментарии. То есть я же употребил слово ненавязчивость. Это основа концепции устраивания. Да, то есть если мы сейчас не можем объяснить моему соседу Федору, что такое феминизм, то мы и не будем, потому что мы иначе огребем от Федора просто на какой-то минуте разговора, да? Но мы будем подходить к этому с разных позиций, которые релевантны для Федора. А мировая практика умного бизнеса
нам подскажут, какие это могут быть позиции, потому что мы далеко не в самом хвосте. Бывают другие рынки, где все гораздо хуже. Там, я не знаю, далеко ходить не надо, в Кыргызстан, например, обратиться. Да? И вот эта вот практика, накопление опыта и попытки его имплементации здесь и описания этого процесса, это важная часть, кстати, это вот к академическому сообществу я обращаюсь. Потому что систематизация вот этих вот моментов встраивания коммуникативных технологий и научное изучение Белорусской школы коммуникативистики, это отдельная вообще задача гуманитарного тоже плана, которая должна реализовываться, на мой взгляд, всеми, кто к этому имеет отношение. А к этому все имеют отношение. Доклад мне тоже понравился. Хорошо, спасибо большое вам. Но я больше теперь уже не методолог, вы сделали хороший методологический доклад, а больше практик. И в своей жизни я 15 лет назад контактировала с бизнесом. Бизнес же это слово, а я контактировала с реальным бизнесом в виде общественных объединений, значит, которые объединяли предпринимателей. Ну, когда это назывался крупный бизнес, мелкий бизнес, и теперь, значит, с отдельными предпринимателями. Судя по вашему докладу, за эти 15 лет в самом сообществе бизнесменов произошли какие-то, ну, такие не структурные, а интеллектуальные изменения, и у них возникли потребности. То есть, когда, значит, вот, скажем, на нашем телевидении сотрудники там за рекламу имели $40 за неучтенную, и теперь, когда они имеют миллионы, это разные сотрудники, и с ними можно по-разному говорить. О разных вещах можно говорить, правда? Это вы хотели сказать. Это очень, ну, как бы радует. Но я не видела тогда у бизнеса потребности в гуманитарном знании как таковом. Они, так сказать, только свое хотели знать. И были, мы предлагали им лекции какие-то, предлагали какие-то, ну, скажем так, осветницкие вещи. Этого не нашло. Потом было Сатью, которая тоже контактировала с бизнесом, уже по другим, так сказать, вещам, более близким для самого бизнеса, чтобы вот эти коммуникации осуществить. И тоже этот опыт я бы не назвала удачным. Как конкретно, есть ли какая-то вам известная форма успешного контактирования структур гражданского общества и ну, структур бизнеса я не могу сказать, потому что, как у меня складывается впечатление, белорусский бизнес еще не структурирован, как ну, субъекты этого бизнеса не структурированы. Они живут своей жизнью, и коммуникативные функции между самими субъектами бизнеса, мне кажется, чисто личного характера. Или я ошибаюсь, я просто могу не знать некоторых вещей. Я хочу, чтобы вы вот мне здесь разъяснили. Я начну с последнего, ошибаюсь вы или нет. И да, и нет. Потому что, с одной стороны, вы сейчас вот причислили к бизнесу, ко второму бизнесу, объединение бизнеса, а на мой взгляд, это третий сектор. Когда бизнес-ассоциация, это уже несколько бизнесов, конкурирующих между собой, объединенных только вот общей темой. Это уже общественная организация, это уже тоже третий сектор. Вы понимаете, бизнес-ассоциация это третий сектор, а не второй. Это не бизнес. То есть с точки зрения вот этой вот всей коммуникативной парадигмы, сейчас самый влиятельный транслятор интереса, к которому быстрее всего прислушивается государство, это как раз вот такая общественная организация, которая, ну там, правда, не детерминирована ее деятельность социальной проблематикой сильно или политической, только бизнес-проблематикой, но это общественная организация. Вот. А существуют ли механизмы? Я просто много лет консультирую одну из таких организаций, гильдия пивоваров называется, я знаю, о чем говорю. Это общественная организация, потому что у них война между собой в магазине всегда, везде, в любой момент у тех, кто сидит на совещаниях этой ассоциации. И вот там бизнес. А там, где они собираются, у них государственные как бы размышления. Что касается платформы для взаимодействия, возьмем конкретно интереснейшую мне тему гражданского общества и бизнеса, то здесь важна, ну, так сказать, важен баланс интересов. Мы должны привести интересы нашей гражданской организации в соответствии с интересами бизнеса. Показать, как это может влиять на такие параметры, например, как устойчивость или скорость бизнеса. Да, например, если у нас организация по гендерной проблематике, то мы показываем, как может повлиять правильная трансляция гендерных ценностей этой компании, так сказать, на устойчивость ее бизнеса. Ну, это, наверное, рано, как Андрей говорит, для Беларуси, да? Но тем не менее. Если у нас культурническая, значит, установа, да, организация какая-нибудь, НГО,
то в этом случае мы ищем релевантные для бизнеса культурные инициативы, селекционируем их, качественно готовим предложение, язык изложения, качество предложения. И находим того стейкхолдера, с которым мы должны беседовать. В общем, вот эта вот ситуация вовлечения стейкхолдера, того нужного человека в бизнесе, с которым надо говорить, называется engagement технология на сленге. Лоббисты, джадж. Это вот на сленге других организаций называется вербовка. Это то же самое. Но это длинный процесс, который требует очень серьезного подхода. И вот здесь вот технологии. И вот их можно изучать. Я хочу уточнить. Когда я общалась, главный фактор, так сказать, платформы для общения, это была прибыль. Если мы что-то можем дать бизнесу, ну, неважно в каком виде, но чтобы это было, способствовало бизнесу, это уже кончилось, да? Вы хотите сказать, что нет, это не скорость кончилось. уже Понятие- кончилось? понятие Нет, что появились новые факторы, понятие- скорость и устойчивость. И они, Это так сказать, влияет на прибыль, это составляющая. Потому что если говорить коротко, то просто понятие прибыли того, что не влиялось, изменилось. Конечно, Выражение появилось конечно. больше и Да, бизнес, любой человек, когда рождается, способности он калькулировать обладает одними все эти интеллектуальными повысились. способностями, когда вырастает до 7 лет другими, а до 33. Вот бизнес у нас сейчас примерно вырос до 14-летнего возраста. Такой профессиональный подросток, но уже с мозгами более-менее. С очень серьезными заскоками, проблемами, но ему нужна помощь. Эта помощь может прийти из третьего сектора к нему. Ответы на какие-то его вопросы. Так, здорово, наконец-то дошло. Я как раз-таки буду представителем, наверное, так получилось, бизнеса, который занимается как раз-таки в социальной сфере. Зовут меня Богданов Дмитрий, организация «Легенда Строй», торговая марка Irving Group. Занимаемся производством системных блоков ПВМов и серверов в Республике Беларусь. На нашем предприятии работают люди с группой инвалидности. Мы эксклюзивное предприятие в Республике Беларусь в данном секторе. Да? И у меня вот из презентации, что, наверное, такое, не хочу никого обидеть, но, наверное, самое интересное, что я вот увидел пока за сегодняшний день, у меня возникли такие вопросы. То есть мы, вот я, да, как представитель бизнеса, могу сказать, что включение общества в бизнес, в наш, ну, вот со своей точки зрения могу говорить, заканчивается тем, что меня хлопают по плечу и говорят: хорошее дело делаете, молодцы. Все. И, в принципе, наверное, самое такое государство выступило наибольшим инициатором во всем вот этом вот треугольнике, которое дало определенные льготы организациям типа наших, да, которые дают возможность. Мы уже 2 года существуем, еще до того, как это все вошло, вот, начало обсуждаться, там все начали говорить, все в тренде, все отлично, все замечательно. И государство, да, вот эти льготы все. Вот вы правильно сказали, что отсутствует диалог. То есть льготы есть, но когда я прихожу в государственную структуру какую-то и пытаюсь им объяснить, какие есть сложности или в чем они могут помочь, они не понимают, о чем идет речь. Вот мне интересно, у меня 2 вопроса возникло. Во-первых, как наладить диалог с общественностью, да, то есть что нужно делать бизнесу для этого. Вот мы такие есть, вот посмотрите, мы есть такие. Я знаю еще организации, которые есть. Да, мы коммерческая организация, но нам нужно общественное участие. И второй вопрос. Работает ли кто-нибудь вообще над разработкой вот этого языка, который будет альтернативный для всех, да, для чиновников, для общественности, для бизнеса? Чтобы я прихожу со своим вопросом к министру, он меня понимает, и я понимаю то, что он отвечает мне. Что мне сейчас делать? Спасибо. Роман, а можно вот на ответ на первый вопрос в режим индивидуального консультирования скорее переведем? Да, давайте, потому что это тема наших учебных курсов с да, я понимаю, организациями гражданского общества. А со вторым, я так понимаю, что Роман говорил о том, что скорее о разных языках, и о том, что для того, чтобы вступить в коммуникацию, нужно понять язык другого и считаться с ним, и выстроить какие-то систему отношений, а не про универсальный язык. Я вот чисто жизненный хочу... Им тоже. Я хочу привести вам жизненный кейс. Все языки и проблемы языковые заканчиваются после того, как вы уже что-то сделали с кем-то. Это как в нашей вот ментальности бывает. Ты его знаешь, этого человека? Да, я с ним пил. Вот если вы что-то сделали, это еще круче, чем я с ним пил. И это будет государственный крепкий хозяйственник с красным лицом, квадратной головой. Или это будет представитель
высокоинтеллектуальный какой-нибудь там социально такой вот детерминированный гражданской организации, неважно, вы что-то сделали. Самый сложный процесс – это процесс попадания к точке, когда вы встраиваетесь в это общее какое-то действие. Да? И вот он требует подготовки и, кстати говоря, знания языка. Но когда я говорил о языке, я имел в виду в основном язык государственных организаций, у них особый язык. Вы говорите вот такими вот текстами, бизнес-стратегиями, да? Гражданское общество, государство говорит таблицами. Там написано конкретное действие, фамилия ответственного, срок, что ему будет, если он не выполнит. Это два разных языка, я с этим сталкивался еще, когда работал в межведомственной группе по страновому маркетингу Беларуси при МИДе. А за столом вы всех прекрасно поймете, и у вас будет полное ощущение этой жизни, что вас тоже поняли. Вот когда вы преобразовали этот текст, вот тогда только вы можете оценивать, насколько у вас есть коммуникация и каково ее качество. Я говорю, письменный текст. Я сразу скажу, что солидарен в целом со всем, что сказано. И на этот счет у меня возникли некоторые рассуждения, я прошу пару. Мы все живем очень долго в логике гражданской войны. Мы к ней привыкли. Мы ее хорошо знаем и чувствуем. Многие из нас живут в двух мирах, условно говоря, и постоянно чувствуют этот переход. Да? Логика гражданской войны – это когда явно или неявно мы говорим, вот это свои, вот это чужие. И свои и чужие зачастую не знают друг друга, не хотят знать друг друга, у них разные ценности, разные цели и так далее. Вот такая ситуация, она, конечно, мешает нам очень сильно увидеть что-то новое. И подобного рода выступления, я считаю, это в копилку вот этого нового подхода, нового мышления, которое так или иначе мы все должны осваивать. Потому что основы данного мышления, на мой взгляд, базируются на той простой истине или осознании того, что ничего неожиданно не будет. Все-таки мы очень долго жили с ощущением того, что когда-то вдруг неожиданно все изменится. Изменится, как мы понимаем, потому что уйдет некто, да, и вдруг все преобразуется. Ничего этого не будет, даже если он уйдет, а тем более он не уйдет. Поэтому все будет постепенно, и это постепенно совершается уже сейчас на наших глазах. И мы должны в этом принимать какое-то участие. Поэтому вот я бы добавил только к вашему выступлению, когда вы говорили про менталитет, безусловно, это есть, конечно, это сказывается, но я думаю, что определяющую роль играет именно вот это. Мы живем в логике гражданской войны, которая навязана, конечно, была властью, но мы все виновны в том, что мы ее приняли. Мы ее приняли, мы ее используем, мы в ней тоже живем. Эта логика идет еще с советского времени, где разделение на друг, враг, на свой, чужой было естественным, философия борьбы того времени и так далее. И последнее, значит, я думаю, что не случайно, что эти слова раздаются именно со стороны тех, кто работает с бизнесом. Потому что бизнес в этом разделении, он оказался где-то посередине. Вот условно свои и чужие, а бизнес он и не там, и в то же время и там, и там. Он, условно говоря, свой среди чужих, чужой среди своих. Потому что власть, вы понимаете, настоящий бизнес для него это что-то вроде вшивые блоки, да? И он постепенно меняет эту позицию. А для народа это, как мы понимаем, под воздействием еще советского взгляда, да? Это нечто, ну, как бы, вот как вы говорили, наживо, ну и так далее. Бизнес оказался зажат между этими двумя позициями, и он вынужден, может быть, по этой причине как-то пытаться наладить диалог и стать своим, и там своим. Может быть, ему суждено в этом смысле сыграть такую посредническую роль. Ну, так если продолжать вашу мысль, то бизнес как раз и ведет себя как настоящий правильный белорус. Он ищет возможность встраивать в процессы, и он отрицает какие-то вот такие резкие изменения. Он не хочет. Для бизнеса они губительные, и бизнесу это наиболее понятно из всех. Бизнес – это кто такой предприниматель, делатель, который уже начал что-то делать вообще, да? И он этим дорожит. Но ему мало, у него есть амбиция, ему мало просто деньги делать теперь. Вот в чем смысл. И он предлагает свои возможности обществу. А общество говорит, нет, у вас чистоганый наживы, или говорит, да, это интересно, давайте обсудим. И сейчас вот этот вот промежуточный этап. Здесь нужно убрать, вообще отсюда нужно убрать, наверное, надрывный пафос в оценках. Не надо его. У нас промежуточный просто этап. Да, мне нравится слово трансформация, оно подходит к тому, что сейчас происходит. Вы сами сказали, что власть меняет точку зрения, да, кого-то выпускает уже из тюрьмы, из бизнесмена. А кого-то наоборот.
успокоите, утешите и заговорите. Баланс поддержать. Нет, мы должны быть собраны. Законы сохранения никто не отменял. Да, добрый день. Ну, у меня, я сразу скажу, несколько скептическое отношение к социальной ответственности бизнеса. Это, понимаете, с моей точки зрения, это как безалкогольная водка. Идея очень хорошая, по вкусу вода. Вот, у меня есть... мы да, видим четкое, так сказать, абсолютно. выражение. Есть, но мои два очень конкретных, очень коротких вопроса не совсем об этом. Вот вы все, у вас в названии, да, в названии присутствовало слово «общественность». И я понимаю, что, наверное, для всех понятно, что такое общественность. Я не совсем понимаю, чем общественность, например, вот хотелось бы услышать вашу версию, чем она отличается от социального, социальности. То есть это не одно и то же, но когда вот весь вопрос как бы во многом сводится к общественности, это первый вопрос. А второй тоже очень простой и понятный. Все понимают, что такое коммуникация, но про коммуникацию здесь было и про школу коммуникативистики, коммуникативную недостаточность. Что такое коммуникация? В том смысле, что чем коммуникация отличается от пропаганды и промывки мозгов. То есть, про brainwash, в таком классическом смысле. То есть, когда мы все объясняем, мы живем для коммуникации, коммуникация ради коммуникации, это симуляция, симулятор и симуляция, Что такое коммуникация, что такое общественность? Спасибо. Для меня это вообще суть любых отношений, коммуникация. Я начну с общественности, значит. Выступление не было посвящено корпоративной социальной ответственности. Выступление было посвящено скорее встроенности такой институции, как бизнес, в общественный процесс. И когда бизнес быстрее, чем кто-либо другой, замечает тренды спроса на что-либо, он выдает какие-то интересные продукты, как улица Октябрьская и джазовые вечера. У него есть экспертиза и чутье на это. Вот это я имел в виду. Общественность это то, по отношению к чему и ее процесс, вот этот общественный. Мы все вторично, включая первых лиц государства, там и всех остальных. Это нечто, во что нельзя не быть устроенным никому из третьих секторов, и бизнес четко это осознает. Что касается того, что такое коммуникация, то чтобы много вам тут не говорить, я вам нарисую мою любимую схему, значит, про то, что такое коммуникация. Это схема и про революцию, и про гражданскую войну, про все сразу. Вот это у нас будет кипящая лава, вот это у нас горный склон. Здесь вот такое, да? Вот это у нас наша единица коммуникации, которая зашла в кабинет к чиновнику, например, да, представитель гражданского общества. Она на парашюте прыгает с самолета, да, вот, и ей нужно управлять стропами парашюта. Или не управлять стропами парашюта. Когда эта наша единица коммуникации не управляет стропами парашюта, растерялась, ненавидит чиновников, или у нее большое самолюбие, или она думает, что не буду комментировать, то она падает сюда. Наша единица коммуникации вскипела и растворилась в лаве. Коммуникации нет, результат нулевой, нет ничего, это гибель всего. Когда наша единица коммуникации управляет стропами парашюта, чтобы хотя бы чуть-чуть зацепиться за этот склон, то она не падает в лаву. Ей сложно здесь удержаться, но она уже удержалась. Это называется у меня в теории статус конструктивного оппонента. Вы спровоцировали чиновника на какую-то деструктивный оппонент. Встал, вышел, сказал, я вас ненавижу. Это конструктивный. Ему сложно. Чиновник может его выгнать, а может сказать, ну ладно, расскажи, что ты там имел в виду. Что там за критика у тебя там, да? Это мотолька, например, иногда в некоторых проявлениях, блогер известный, да? И дальше конструктивный оппонент, чтобы с этим чиновником начать нормальную коммуникацию, которая к чему-то приведет, двигается вверх по склону к статусу партнера. И вот тогда, когда он вышел на безопасное место, откуда он уже не свалится, не скатится в лаву, тогда у нас наступает коммуникация. Коммуникация – это некое средство для сохранения, передачи и реализации серьезных вещей. А гибель коммуникации – это массовое явление, которое вы озаглавили как гражданская война. Я трактую так, я коммуникатор, да? Но это безрезультатность. Отсутствие коммуникации – это безрезультатность, тупиковость и прочие болотные газы. Скажем так. Спасибо, Роман. Я думаю, язык бизнес-консультантов и HR-консультантов тоже требует особого изучения, потому что я просто вижу на лицах и чувствую сама бездну эмоций, которая возникает при столкновении с этим языком, который, в принципе, возможно, про знакомые, даже приемлемые и даже разделяемые вещи говорит такими словами, которые на самом деле как-то трудно слышать. Но надеюсь, что
эти языки будут встречаться чаще для того, чтобы мы могли лучше понимать друг друга и разговаривать вместе.